Халхигун, государственный музейра, Хузанда, Кремльда, тарать. Золотой подвескине из Орлайхрах Пахсасын, пур, когда иге, визе игель, юман игелизем, игель был пурна стыдын намань, савнать, и карен, когда квагал, ага. Квагалын севарынде, шер, анда тарать, клювынде. А квагал пирен чаваш эпызынде был пузык вырын ежін задрать. Халебр шак пюлер хули варринженде вот курат пар пиндекшер выдрылтымыш жолда аргатса токна пюртсень нигізізем тұрза юлны візем малдан шырайынже болны она археолог сем чагалазагыларнынде шапла туристсем кезе курма пирен халықын хамырын историне пілмешкен шак нигізі выл Эликхи халығын храм огня деп бір шау келдумалы вырын пюрджи болны, онда ширымдвады юба жинжеларын, онда курма была ширымдвады юба нигізі, педе пызык хайнямай шурт болны паллах. Вот монгол дырзем кезен уна аргатсадықны. Кышт айкенерех кунда эликех кашни хулара перен Свар, биляр, болгар хулизенде обществовала мунджазем болны, мунджа негізі упранза елны. Вот унада кадартма булдарат бар. Тада аякарах пықсасын, курынат шак биляр хулин, малданхи хула хюмизем. Ядарлаза хюделемелли, крепостные стены деши. Ща вырынзем дырзайылны, рвы, крепостные рвы. Вот, сагыр жүржул хушинже візем подемышле пәтменінде. Хали варатузы мұрземе бір келзеші тірімір сувара. Изерде перембе пірлі бұла сашанадып, ага Андрей Дмитриевич күндарақ келерға серембе каласайлер. И бир вара кунда баян мені курастезе, мен калаза барастезе жетірмір. Кіскен калаза барзамырчыдар қашын? Әлеки савар хули пендекшір вдролтымыш шылда пәтне хула онда тоғырвуна гектар таран пулны хулан девел. Ку ялі вырыс ялі, кузнечиха ялі хал шак хула вырынженде тарзайылнывел. Кунда ебір хал кірзіду қашын, шак савар Элехи савар хула археология музейне кырдуга прда кайран бір каят бір хулаш вырынне. Онда те бір хут пағат бір шта мілі хула вырынне бұрынне. Табақ, тозы мірзем кірзе күрара пла бұлзасын музейне малдан кайран вара малла кай бір берембе бірле бұлар. Я заведующий филиалом СУВАР Болгарского исторического заповедника Садриева Нинель Мазгутовна, член-корреспондент, член Союза краеведов России, журналист, публицист, историк, краевед и человек, который занимается уже давно историей нашего края, занимается давно и публикациями, которые бы рассказывали людям о том, что было в прошлом, и о том, что мы должны беречь и что мы должны любить. Сегодня вы находитесь в очень интересном историческом месте. Это место является местоположением, где 1000 лет назад располагался древнейший, один из значимых городов Волжской Болгарии, город Сувар. Шемсуар или Нур-Сувар, красотой подобный солнцу, так называли его жители. Мы перед вами находимся, вернее, с вами находимся перед планом городища Суварского, который представляет собой 100 гектар. Путь, конечно, был у вас нелегкий, но еще более нелегкий был путь к тому, как создавать этот музей. Я за него билась 30 лет и 3 года, чтобы он появился. Я прошла все инстанции, прошла огромное количество учреждений, огромное количество министерств и ведомств для того, чтобы появился вот этот вот маленький, но очень богатый по коллекциям, как говорят единодушно все ученые, все историки, все археологи, вот этот музей. И собраны здесь уникальнейшие коллекции, которые даже такой коллекции нет в Государственном историческом музее в городе Москве. То есть мы за то, что вот это появилось, очень много вложено труда, терпения, настойчивости и
для того, чтобы люди знали, что могли наши предки, какими они были, чем они занимались. А как вы видите, здесь это все в очень интересном виде расположено, и на экспозициях это все прекрасно представлено. Город Сувар основал племя Суваров. Пришли они вместе с племенем Беляров, болгар, Баранджаров и Сегелов с предгорья Северного Кавказа. Первое переселение было, это 7 век, под натиском тюркского каганата, который стал мешать им там спокойно жить. Потом они искали свободную, спокойную жизнь и землю. Узнав вот эту вот территорию, которую они сюда пришли, в Среднее Поволжье, следующее было переселение народов, уже 8 век и начало 9 века. Они сюда пришли вместе с другими племенами болгарскими, и вот эта территория им понравилась. Территория, на которой был основан город Сувар, она представляет собой, это пойма реки Сухая Утка, представляет собой великолепную, богатую плодородную землю, великолепные леса, прекрасные здесь и для возделывания почвы, луга, для того, чтобы можно было проводить выпас скота. И здесь основали город. Город, который назвали Суваром. Су – это вода, ар – люди. Люди на воде. Город был такой же интересный, как и само племя Суваров. Племя Суваров, оно необычное племя. Племя Суваров – это племя воинов, которые умели прекрасно строить города, крепости. Посмотрите, здесь вот на экспозиции вы видите Суварскую крепость, укрепление, которое представляет собой по тем временам мощнейшее, достойнейшее укрепление. Таких нигде не было. И суварцы высоко ценили за свои способности строить такие укрепления, их даже приглашали в Византию, даже в Рим, в другие армии мира, для того, чтобы они познакомились с своим опытом строительства таких мощнейших крепостей. И научили их штурмовать эти крепости. Суварцы – это было племя воинов. Они во многом отличались от племени булгар, были темноволосые, у них были свои обряды, свои обычаи другие, которые отличались от племен других булгарских племен. И можно считать, что вот они были исключительно интересным, как в плане вот и обычаев, традиций, так внешнего облика и в плане того, чем они были увлечены, чем занимались. Племя воинов. Основав город, они обнесли вот его великолепной, огромной стеной крепостной, которая была в некоторых местах даже в 2 ряда. Здесь они обосновались и стали развивать свою жизнь, строить свою жизнь. Суварцы были не только племенем воинов, это были племя и мастеров «Золотые руки». Посмотрите на экспозиции, которые нас окружают здесь. Они могли изготавливать все, что нужно было для жизни. У них были золотые руки мастеров. Они умели делать все из глины для быта. Они железо, прекрасно железом работали, вы видите здесь вот на экспозициях. Этим всем вещам по 1000 лет. Они нисколько не потеряли своего внешнего вида, все они в рабочем состоянии. Они умели прекрасно делать вещи из бронзы и меди, украшения. Они прекрасно работали с костью. И о том, что это было племя ремесленников, которые обладали высшим качеством работы, как мастеровые, как ремесленники, то, что они, суварцы, уже делали вещи из стекла, умели делать стеклянную посуду. Это говорит о высочайшем уровне развития ремесла в этом городе. Все археологи единодушно об этом говорят. Уникальная коллекция нашего музея, она представляет собой необыкновенную большую ценность для истории, для изучения. Кроме того, вы видите здесь вот на следующей экспозиции, это то, что они использовали для жизни. Чем они занимались? Занимались они охотой, занимались они земледелием, эти вот предметы говорят об этом. Занимались они рыболовством, занимались бортничеством. И в конце концов, вот великолепные коллекции того, что делали суварские мастера, привлекла сюда огромное количество купцов, которые везли свои товары и покупали суварские изделия. Сувар, в конце концов, стал крупным центром ремесла и торговли. И звучал его авторитет, и звучала его значимость. Во многих местах знали о Суваре, приезжали со многих мест. Торговал он со Средней Азией, за Кавказем, с Месопотамией, с Украиной. Тогда я не был, но с теми областями, которые сейчас называются Украиной, со Скандинавией, с Русью. Вот у нас представлено здесь вот на витрине
то, что они производили, и то, что здесь покупалось. Это то, что вот привозили, это привозные товары. Но Сувар был не только городом ремесла и торговли крупным, это был центр крупный и научный. Здесь жил знаменитый ученый-богослов Сулейман ибн Дауд ас-Сувари Саксини, который работал в научных целях здесь, изучал, богословом был, и его знал весь восточный мир. Кроме того, Сувар в конце концов стал привлекать сюда огромное количество людей, которые приезжали с разных мест. Город расширялся, креп и расцветал. Здесь можно было отметить то, что вот только в единственном домонгольских городах построен был такой вот дворец двухэтажный, он был построен по среднеазиатскому типу, строили среднеазиатские мастера. И 1000 лет назад здесь было паровое отопление, канализация и водопровод. Можете представить уровень развития техники вот в этом городе. Нарушил спокойную жизнь Сувара, нарушило нашествие монголов Батыя в 1236 году. Они шли с юга, и суварцы вместе с жителями окружающих сел, которые входили в ауру Сувара, в зону его влияния, значимости его, подчинялись Сувару, они вышли на защиту своего города. Сражение было страшнейшее, кровопролитное. Они сражались несколько дней. Батый вынужден был даже отступить первоначально. Потом, дождавшись подкрепления, уже вторично штурмовали они Сувар. В результате Сувар был взят после упорнейшей борьбы, после упорнейшего сопротивления, разрушен, сожжен, подожжен. Но жители далеко не ушли. Они перешли сюда, и вот сейчас, где мы с вами находимся, это уже был второй Сувар. Но так как монголы боялись, что воинственные суварцы смогут поднять снова восстание и освободиться из-под их влияния, они запретили им строить крепости, укрепления и только контролировали вот их жизнь. Можно считать следующее, что вот своим сопротивлением врагу, своим отчаянной, мужественной борьбой с монголами, которая на многое время приостановила их, заставила их сражаться за Сувар, и здесь израсходовать свои силы, Сувар как бы спас болгар от вот такого тоталитарного разгрома, которым он подверг потом Беляр за то, что те сопротивлялись. Суварцы тут смогли как бы встать грудью на защиту своего города, тем самым они истощили силы монголов. И монголы уже, когда болгары пришли, они не стали там так же вот расправляться, как с белярцами. Они даже потом превратили Болгар в свою как бы новую столицу, Болгар Аль-Джадид. То есть Сувар, и здесь он отличился, это уникальный город с уникальной культурой, с уникальным ремеслом. Коллекция суварских ремесленников отличается от коллекции болгарских ремесленников. Это все археологи единодушно говорят. Ну и я горжусь тем, что, несмотря на неимоверные трудности, на огромную титаническую работу, 30 лет, представьте, вот 30 лет ходить по всем инстанциям, и я у археологов наших спрашивала, а стоит ли мне столько сил, нервов, здоровья тратить на то, чтобы появился этот музей? Стоит ли мне столько переживать? В одно место пойдешь, выпрудив в другое, в третье, четвертое, но не отступать. И они сказали, что стоит, потому что это город уникальный, это город домонгольский, город-эталон. То есть здесь, если сейчас ведутся раскопки и домонгольского периода, и там находки какие-то бывают, их все сравнивают с суварскими находками. То есть это город-эталон, то есть вот получается, что спасли мы эталон для археологов, эталон для истории и сам город. А город, попав в безвестность, после разрушения монголами, на какое-то время жизнь в нем тут замерла, на многие века. Но в XIX веке сюда наш великий татарский просветитель, ученый, историк, религиозный деятель, педагог Шагабутин Марджани, которым я прихожусь прапранучатой племянницей, он стал первым писать историю Волжской Болгарии и Казанского ханства. Нашел он Беляр, описал Беляр, нашел болгар, описал. Везде находятся данные о том, что существовал Сувар, крупнейший центр ремесла и торговли. А где он? Он не мог его нигде найти. В 1862-1870 году он приезжает в Болгары, вот дважды он приезжает и едет в гости к своему товарищу по медресе,
вот мимо нас, это 25 километров из Кирязиап, старинное село. И там он смотрит старинные кладбища, опрашивает жителей о событиях прежних времен, записывает. И вот вдруг он узнает, что, оказывается, Кузнечиха, она была основана нижегородскими стрельцами в 1700 году, до сих пор у жителей окружающих сел и деревень называется Суваром. Это его удивило, потрясло, восхитило. То есть люди до сих пор помнили, это же, смотрите, 400 с лишним лет, все помнили, что был такой Сувар, память о нем была. И он переезжает в Казань, и затем отправляет своего ученика Гайнеддина Ахмерова посмотреть вот эту территорию. И тот приезжает, Шагабутин Марджани уже тут в 1889 году умирает, а Гайнеддин, он успевает приехать и потом исследовать вот это городище, которое осталось, найти подъемный материал, и уже в археологическом обществе Казанского университета сделать как бы докладную о том, что да, Сувар найден. Сувар найден, это теперешняя территория Кузнечиха, расположена на бывшей территории Сувар. Получается, что вот этот человек удивительный, тоже сам по себе, он смог вернуть Сувар людям. А еще более удивительно то, что отец мамы моей, повстречавшись на Украине после войны, возвращается на родину Татарстана, Сарского района, Сташкичу, где была мечеть Марджания и медресе Марджания, где как раз Марджания в школе, там в медресе учился, помогал потом отцу. Папа получает направление сюда, в Кузнечиху, на работу. В Кузнечиху, не в базарные матаки, не в Беляр, не в Болгар, а именно сюда. И когда вот я потом выросла и пошла на факультет исторический Казанского государственного педагогического института, стала педагогом, у нас в роду почти все педагоги, то вот пошла во мне вот эта вот такая, засела во мне идея создания вот этого музея. И, наверное, небесам, и, может быть, Марджани там молился за то, что, во-первых, я его пропагандирую, рассказываю о жизни. На небесах 12 поколений у нас вот родословно до 12 колена. И все это сложилось как хороших в игре в пазлы. То есть музей все-таки появился, и городище Суварское, оно считается памятником истории российского федерального значения. Я до сих пор сама всему этому удивляюсь, что это все-таки получилось. Удивляюсь бесконечно, что вроде я такой маленький человек, смогла свершить с помощью других еще людей, благодаря настойчивости, трудолюбию. И вот я не знаю, это какой-то огонь во мне горел, как меня называют, пламенная хозяйка Сувара, смогла вот это вот мы сделать, сберечь. И вы можете сюда теперь приезжать, это все смотреть. И кроме вас очень-очень много людей. Спасибо. Андрей Дмитриевич, калар катархашын, вот шак вырына паян изегилдеренде, езер менже шутадыр, менже изегилдер хайзер шакында, мен калаза барас тезе изегилдер, менже сумлы вырын тезе паян калаза гилдер бере. Вот, Людмила, хали бір шитрімерінде перін халығын сагыр жер жул, пин жул каялла, теп хула бұрыны вырында, сывар хули пулны вырына, шагында тоғырвуны гектар шинже, пызы хула вырнашны булны, шак шарайынжы 1 метр жул чавзастын, онда петемішле шун перенезем, шин шуммезем, пиде вылы шабышса вильні халығын перен асла азат кезен незілзен шуммезем вырдашы, шанбада перен жын шагы вырын выл чынақта пиде хватлы, пиде сумлы, бірна числат бар. Ебір шутлат бір, ебір ненет бір шағында хула пәтнеғышын, перен халық адыл ұрлы, вот шағындан тебір шерем шухрамра адыл ұрлы кашса гайза, перенч ваш республикене гайза, перенч ваш халықын негізле захварны дезенде. Вот Шубашкарда малдан вадасы var дезе, ведасы вары дезе жир захварны де буршак хула пәтнеғышын шав Шубашкар негізлене дезе шутлат бар. Шағында әнде курынат акшак крепостны валы депер вырысла галазасын, аконда мен тарыныш ров пулненде ширма жавны ядарлаза тышманзем табынасран шүлден бұқсасын курынат, мәлі пызык шапла
Мензем, темескезем, зем, педем периметр башапла браще, чанахта, шаганда пызык хула полный был курнзадрать. На археолог семде, музейрада гурдымар, ша музейре нумай тупная балазем, везем шак вырында, чагалаза шак вырында тупна шав я балазене, везене нумай шненде халь. Болгар музейінде упраща, конда Свар музейінде нумай хмар. Вот шак вырында пиде выйлы ремесленниксем был, онда челмексем дун, онда темірслащи замешлене, онда пиде пызык пирцемларны нигізізем шак шырайын жевізем, кында чагаламанынде, чагалама общине уйырмашыға, Тудар республикинде, акында шерімбелік шухрамра перен чимбір облызе пышланать. Бұл шагында шивыхранде, кындарда шуплан задырать. Акында шак темескезине шав забахна, онда чанахта пызык пренезем, шак шырайынче крепостьран, юлны пренезем, безем панхигун, ну, шерзе бедеменнезем упранаще. Вот. Шағынбада кашни жулах ебір шак вырына келет бір, кувыл пиренжін пиде таза, пиде хумханулы вырын, ебір туят бір шак шербе пирен незілзем шиғынны, ебір на дюнба туят бір. Андрей Дмитриевич калырға вот каласа келін жүхне қывырақ калар ғанде, ну майжы ғында калар еші, вот шағында малдан тұры туза да иліне коммунистен вғынде деші шау терезеге бұл? Шага директоринже дыры дуза илмен, шак директоринже. Илмени? Илмен. Мен жіндезесін ко директорине пенде сагыр жермеш жылдақ, вон музей директора Галазабаджи, на хулаш вырынне дезе палыртына. Тырыне дуза илеші шак крепостной вал тебір енже. Вот сухалашы куентине сухаламан, дере сухаламне гурдымар. Онда кашни удасыра челмек кадаки, шымы вырдать, чанныбехтенде. Выл хулаши выходнде пасат теші. Онда терлер ремесленник семларна вырын болнанде. Вот, чанбада онда паянги гуны изесінде артефаксем нумайынде. Сухалашы, мен жіндезен шере паянги гуна елзесін шапла археология памятники дезе палартман, был сельхозназначение был задара чанбада сухалашы. Археология памятники дезе палартна, акунда чагаламаду юрамаш, сухаламаду юрамаш, акшак хула ожинженде, шак крепостной вал шалдыне, тулдыне анде урухлаузы гураши. Конда ытларах укша деньги уйырмашы, тудар правительстве везем ытларах инде болгар хулыне реконструкция дваше бұрында кайза гурбарға, онда югермелизм нумай булашы, конда хврах курадар уйгына, неменли реконструкция дейшук, неменли археология ежеземде бумашы, археология ежезем пулны, онда нигізізем шырайне кайла чагалаза хун, онда пиде пызық шүртсе нигізізіне допны, онда музейре кадар треш, конда педемішле палартны, шағында чанақта савар хулы болны. Савар хулы жінден пиде нумай ширулықра, историк, вот вон вещемеш, вон иккемеш, вон бірімеш өмірзенде, араб сень, армян зень, тада терлі халық библиотек кезенче упранзывылны сувар хулы, мүлі хула бұлны жинжен каланы. Бұл шак вырынды ларны хула жинжен каланы. Бұл биде пуянныне балыртынында, тебірғыт калады. Бұнда укшада пич езікларны кемел укшасы бар, укшезен болны. Шағын бады, бір ұна подемішление нет бір, бұл перін халықын әлі ғавал кеттеп хулы вырыне шағында дезе. Шақ вырындан перін юнды мары шутса дұхны, бір шақ вырында пызық хулазенже пұрынза халық кайран нужана грызюксе, адыл тебір енне кашса гайза, вармана грызенде пыданза, шембек тапқыр болны, шағынбада кайран әш шерешчені вырынче гына дырзайылны. Хулазем перен шақ вырынзенче пәтіне везем. Пендек шервадырылттымыш жылда. Юра, шедежінде. Перен беше күнда кашса қарышқа, онда датамен он жинжен қалаза барза марчедар қашын? Онда әнде хал перен юлдашсем ела ергебе, хамрын асла азат тезені числаза, көлді ваппырынде, азынат бір, хамра малашне пұрынмалық вайдат бар денбек, вот азынмалық чуллартын да хамр юлдашсем вот изе келзе, онда юбаземлар ашы хамрын ела ергебеле. Шағы вырына мәнледе болзасын
шапла пирен халық пілдершта мүлі хын, аваллық не мүлі бұл загайныне. Ебірна палартма дыржа. Бірку чулезем, юбезем закондырық, күнда вырынды администрация біле согласовать тузахлартна візіне. Вот, шанбады темскер калы бір хамра еркен туза жүрегенде баламар. Ну, пяти пузыктав зеречна как-то пяти хыне еверле, ну, моя информация патер бере паян кизепле телегрож, знаете, на как-то килежить пользу, что да шакаларам. Ну, тогда манан уйца блескелика, а кунда изерга чул, а кунда тогда юба землартна, ку юбизем. Хамран ела ергебенде юба вол тенель шутланат, тенель вол пирен шыр жинжи бурнажа, тюбери бурнашпа шигындараган. Я баладет жутлат прынды. Вот вол тенель хыйнема шапла юба шулелешек ленеген тенель вол шаунба пирен халық вот вилді прежинеде юбалартын элегавалдан терле ыры вырынзене вот кереметтеше ырзамай деп бірінде бұрында таза вырынзене де юбаземларца палартына выл ела ерге пырат пирен халығын элегаваларын ба инді Иран тұрықынже, Иран тұрықынже, Месопотаминже пұрынна жүхнех, выл калы бір Египет культуры беде жығынны, шембек юбазем нарса, ну, калы бір шыржинчи, пұрныш бала кайран тюбе, ну, ебір пұр делештін жене кап, прашавтын жері шензембе, әнде шиғыну, тыдас, ну, тытма май бараган ябала бек шутлан задырать был. Вот